Темный холодный коридор уходит глубоко под землю, в хранилище нитропленки. Посетителей Государственного архива кинофотодокументов в подмосковном Красногорске сюда обычно не пускают. Здесь хранят материалы, снятые с конца 19 века до середины 60-х годов 20-го. Самая первая съемка, она относится к 1896 году, к коронации Николая II в Москве. Это было сделано на нитропленку. В хранилище всегда заходят в верхней одежде. В боксах поддерживается низкая температура, максимум плюс 10 градусов. При более высокой пленка может загореться. Это тоже зависит от возраста. Чем старше возраст пленки, тем она при меньшей температуре воспламеняется. Всего в хранилищах Красногорска более 200 тысяч кинодокументов на различных носителях. Ирина Иванова говорит, нет ни одного эпизода современной истории, который не был бы запечатлен на пленке и который нельзя было бы найти в архиве. Это уникальные кадры подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии в 1945-м. Оригинал пленки сохранился в единственном экземпляре в Российском архиве кинофотодокументов. Посетители архива исторические кадры смотрят в читальном зале на специальных просмотровых столах для кинопленки. Ее в архиве считают самым надежным носителем. Даже современную хронику, которую снимают на видео, переписывают именно на кинопленку. Если мы знаем, что вот пленка у нас лежит с 1896 года, и она находится в прекрасном состоянии, то, к сожалению, мы не можем этого сказать о видеокассетах. Примерно раз в 5 лет их приходится перезаписывать. Лидия Упит знает о фотографии все. Она заведует фотохранилищем в архиве. В ее ведении сотни тысяч готовых отпечатков и негативов. Часть из них хранится на пленке, часть на стеклянных пластинах. Именно с их помощью создавались первые в истории фотографии. Это Севастополь. Посещение царской семьей, этого города в 1913 году. В архиве кинофотодокументов собрали уникальную коллекцию фотоальбомов. Самые ценные – те, что принадлежали царской семье. Например, один из первых – императора Александра II. Его создали через несколько лет после отмены крепостного права. Здесь он сам. Фотографии вот такие вот, визиточки, датированы не нами, а так нам достались, так этот альбом поступил в архив. Прикоснуться к истории в архиве кинофотодокументов могут практически все. По запросу сотрудники не только дают посмотреть уникальные кадры, но и делают копии. Чаще других этой возможностью пользуются телеканалы и кинокомпании. Практически вся хроника, которую показывают по телевизору, родом из этого архива.